Начали присоединяться. Ну и вот, извините за технические неполадки. В общем, мы остановились о том, что каким образом мы узнали про Хатылык. Как я сказал, первоначально Хатылык Дыгынх, она купила земельный участок с домом у моего дяди Любомира Тимофеевича, который находится возле музея. И в 2019 году мы узнаем о том, что кто-то взял в аренду земельный участок у часовни. Вот, естественно, все жители Иланки возмутились, как можно выдавать земельные участки возле памятников. Кроме того, возле часовни проводятся ежегодные мероприятия, посвященные Дню Иланки. Проводится там игра и гармонь, читая частушка постоянно. Ну, то есть такое достаточно событийное мероприятие. И вот в тот момент администрация Хангаласского района и администрация муниципального района Улу-Ханана, они пошли навстречу, мы провели в администрации района совещание, в ходе которого нас заверили о том, что администрация района проведет мероприятие по переговорам, чтобы выделить Хатылык Дыгынхана земельный участок в другом месте и отменить аренду. На этом все жители Иланки успокоились и вроде бы положились на действия администрации. Но, к сожалению, как это бывает у нас в стране, можно так сказать, вместо того, чтобы принять меры и договориться с Хатылык о выделении земельного участка в другом месте, мы узнаем в 2020 году, что земельный участок возле часовни уже оформлен ей в собственность. Притом, каким образом она оформила в собственность земельный участок, на тот момент никто предположить не мог. Поэтому начали мы уже задаваться вопросом, провели общее собрание жителей села Иланка 13 июня 2020 года. И мне, как председателю, поручили разобраться в этом вопросе. Ну, я, как получается, профессиональный юрист, мы начали везде писать запросы, написали сразу обращение в прокуратуру, по какой причине и каким образом оформлен земельный участок. В итоге мы выяснили о том, что, оказывается, земельный участок был оформлен на основании того, что Хатылык построила на этом участке, возвела целый дом, который у жителей Иланки никто не видел, и никакого строительства на данном земельном участке не происходило. Тогда, естественно, возник вопрос, каким образом есть дом на бумагах, но нет дома по факту. Написали по этому поводу и депутатам муниципального района, совета депутатов Хангаласского района. Депутаты очень хорошо откликнулись, провели свое расследование. В результате этого расследования как раз и было выявлено о том, что разрешения на ввод в эксплуатацию и разрешения на строительство были подделаны. На основании этих поддельных документов Хатылык Дыгынхана оформила земельный участок. Дальше началось более интересное, то есть мы узнали о том, что в этот же момент она оформила другой земельный участок на эти же документы. То есть одномоментно она оформила не только земельный участок, который находится возле часовни, но и другой земельный участок на другой стороне нашей деревни. Дальше мы, когда начали узнавать, мы узнали о том, что она оформила с нарушением закона 5 земельных участков. То есть она, оказывается, еще один земельный участок оформила в связи с тем, что она на основании выписки из похозяйственной книги, ну, чтобы получить выписку из похозяйственной книги, нужно хотя бы иметь исторические корни или какие-то старые постройки, которые бы относились ее родственники. Но, к сожалению, мы ее узнали только в 2019 году, и поэтому она никак не могла получить земельный участок на основании выписки из похозяйственной книги. Но дальше больше. Потом обратились к нам жители, опять же, с другой стороны Иланки, и сообщили о том, что она, оказывается, оформила земельный участок, на котором стоит старый амбар колхозный и надпись «Иланка» возле спуска. Опять же, этот земельный участок ей был выделен на безвозмездной основе. Но чтобы получить участок на безвозмездной основе, есть 3 основания. Первое основание, если она, получается, является многодетной семьей. Второе основание, если она является медицинским работником, приглашенным, либо учителем, приглашенным работать на территории муниципального образования.
И третье основание, если она открыла там большое сельское хозяйство, и для ведения этого сельского хозяйства ей могли предоставить безвозмездно данный земельный участок. Ни одно из этих условий не было выполнено, но тем не менее земельный участок она получила не только безвозмездное пользование, но и он был оформлен как лесная зона. Про Хатылык Дыгын Хана. Мы говорим про 5 земельных участков, которые оформила Хатылык Дыгын Хана. Но дальше мы узнали о том, что оказывается на территории Еланки Хатылык Дыгын Хана за это время с 2019 года по 2020 год оформила 15 земельных участков, из которых 5 с нарушением земельного законодательства, порядка получения земельных участков. К другим земельным участкам мы претензий не имеем, потому что некоторые земельные участки она оформила в аренду, некоторые земельные участки она купила на основании договора купли-продажи. Мы имеем претензии только по 5, где есть явные нарушения закона оформления. И эти из них 2, получается, находятся в самых, получается, культурно-досуговых местах. То есть первое место это возле часовни, и второе земельный участок это земельный участок возле надписи Еланка. Вот каким образом она оформила эти земельные участки? Как бы юридически мы знаем сейчас. По этому поводу прокуратуры уже внесены представления по каждому нарушению. Возбуждено уголовное дело. Было установлено о том, что Миронов Илья Анатольевич, подделав документы и сдав их в Росреестр, оформил 2 земельных участка. Еще остается 3, и мы буквально вот во вторник встречались с прокуратурой и администрацией Хангаласского района. Было дано поручение устранить эти нарушения. К сожалению, мы вот все ждем. Эти нарушения были установлены еще в 2021 году, но так, к сожалению, администрация района меры не приняты по их устранению. Поэтому вот мы... Второй большой вопрос – это вот отсутствие генерального плана. То есть мы с 2020 года просим администрацию и района, и муниципального образования Волоханан принять генеральный план Еланки, где бы можно было бы устранить эти все нарушения. Так как генеральный план является это основополагающим документом, на который идет развитие любого населенного пункта и учтены все земельные участки, а также категории земельных участков. То есть там определяется, где какие зоны, где охранные зоны, где лесные зоны, где будет строительство, где будут административные здания, где будут общественные здания. Вот это, к сожалению, у нас в Еланке не сделано. Недавно мы подавали, опять же, обращение в Совет депутатов Хангаласского района. Депутаты нам пошли навстречу, и в настоящее время выделены денежные средства на доведение генерального плана в порядок. Но надеемся, опять же, что все-таки эта работа будет доведена. Вот, вкратце, так, если есть вопросы, задавайте. Сергей Афанасьевичка, Бахарарет Кардавио. Так, Кені саңа кехерәри билері болуды. Көкіннен Сергей Афанасьевич Прокопьев тем, куми ден бұл сере онна улус байын дулун көрөрістер тәлітті директоры болабын. 2-нче футболтанда келбітім. Так, тон Еланка чағына тәрәбік боллаққа Еланка Татикырдик Александр Сергеевич Аппет доктора просто халқалары дейхуду проблемады баллар. Бүгін күннәққа Еланка ген планыгар ден анан хатчыл улус жағалтадыктан, онна бұл олықтағы 2 маджағар нәхелегіттен бюджеттергар хатчыл көрілден тұрар. Ген планын леті уже хағыланна дейханады. Кеге бұллағына эти 5 оконлык агентуран улут хиддерге исковое заявление беленнен дәҗәр. Примерно такелер неделяга сутка берен булып, исковойдары. Тон кугастыга техник, он тох вопрос партичилер. Танылус нәһилек баһылыгар тылы берен дигәннән кене яһаян алар буллады. Ул тәһдә улу сиривердер кенеһин бир заинтересованный булдык яны. Так, көкүннәр васталлах, маңыз улугун жонда хәргәтә. Бу мин
İki smartcar Luhanan Bahalıga bulalım Alexey Alexander Stepanovich. Так, вот эти яланкага билдерин курдук проблемный вопростар хүрдәр албаттар. Нутун бихи бу улугу буттуллахлык бу Александр Сергеевичтин кепсетемит былырын делбин муннактамы эти проблемный бага хиддер бар боландар бихи улустан мылла туросаммат агыс 106 тыйынчаны көрбүтө быйылгы хүрбекке жылга бихи булла местный бюджеттен 300 тыйынчаны көрдүбүт. Онуту бу бихи билген сылбы торуп бүттен бу Мөлüyönte taqsı suğmağa tübühe bu yalankını olsaynan beredektehin sahılahın diyen bundan indigitin bu yalankıttan turistiskay tuğunan bildirin kurduk bihigi уже bu bebit olaqta uçundur bu olaqta yalanka jona onatu bihi orayonu gitti bu tenge öyle hemmet çöbadik yalanka butun sahılık tapıt bu bergovoy zonatın diyen iti riski belirler hiddet de buldumlar derivne hinağı soğula uota газификацияны ме будущем бартын ген планы киллер яктаппет. Онтон бихе яланкы өсө индигитин сайттарыгар берәректенергә оттон билген катчы көрүлөр оттон үле бара хагаланды деп коет. Сөп онтон яланкы тугунан картык датары поллафаттын быйыл район соглашениятын гыртыты кири основной соолугар хүддагы проблемна ардак тустагына карамасына тен Кибет тастыват, onun bu yıl Riga Автодорогута соглашенияларына 2 километр 600 метр тағынан tutulluq taqten üle bara turar. Onu da sonunda bıyılgı toğutudatın bu gen planımızın yalancı gelen batın bereketlerin üle varıqta. Takılgasıtlık ketinlik. Bunu da bakurusda var bulmaklarında. Tın bu ağaçılar bit, isterçiler bit bakurusları veren erediler. Erdem verdikleri bileyim bunlarla bu kim cahalından o uçaktakları ılbıtı diyen eğittikler. Bu Alexander Sergeyevich Eddettin tigatın hütühete kubura kimiyeti dokumenlerin bayan yıkıyor. Sonra dokumenlerin oran собственностка университет билген тонна де судебный тук бара турар де сөйдө бүтелик не барса делер голубна дело бара турар анан тонна туга кыдыга туга буруянна билдера судебный дело иттаган Аттан ити участактар вопростары бихеттен сутейим болан бу улус жалтата она куми кыттаннар онун болоди ханыбыт онна bu olukta jahılta mekin bihi vallahi. Otta bihi bilin bollana bihini dolgutar bakprostiyen bu вообще bu elanka saydıtıgar bu muzey tugagin jılgata hatta onu bihi bilin ağaçlar bit uje bakpros berenlerler bu Galina Stepanovna Makarova diyen yöretten istoki diyen folklor muzey biblioteka halaya açıta var da entuziastki Kini bollağına kergene Alexandrovich Filippov iti muzeyi terisiga olağanın öyle. Bu kimler bolla bilin dolguya baprostara diyen bu muzey eksponatlara barı opis bıhıtınan bağlardı, sohtardı diyen. Olu her kolabı bu kimler tuspeyler kaçılar örülbüt iki sırgalara bardı hoqtu diyen. Ondan daha çoğu kuznetsa orbüt eter. Onunla kuznetsa bar mal sağ çit doğayınca çiski gidiyor. Onlar bağladı diyen İtalyanlar onu kim epetten söylemiş en bilinip peki bulan işte Иланка музейин билинен жахая. Если говорить про музей Немчицкое подворье, то наш музей был построен в 2005 году в рамках, получается, программы развития туризма Республики Саха-Якутия. В 2005 году его открыли. Жители Иванки собрали по всей деревне вот все оставшиеся артефакты, свои личные вещи и передали в дар музею. Музей проработал, наверное, 1 год всего лишь, к сожалению, в том плане, которым задумывалось. И с 2006 года по прошлый год наш музей находился в бесхозном состоянии.
С 2007 года за ним просто приглядывал вот как раз мой дядька Любомир Тимофеевич, который построил дом возле него. И этот же дом как раз вот купила Хатылык Давинхана. Мы долго писали по данному музею, то есть с 2018 года, а с 2019 как образовали ДНТ, чтобы определить судьбу нашего музея, так как все жители за него очень сильно переживали, за экспонаты, за сохранностью главной культуры ямщицкой. Этот музей долго болтался в непонятной собственности, то есть в то время была на балансе он НТК Якутии. НТК Якутии у нас обанкротилась, поэтому эту фирму передали Рику. У Рика там подведе она находилась, просто как на балансе числилась. В общем, там достаточно долгая история. Эта история разрешилась только в прошлом году. Музей, наконец-то, после наших писем обращений передали в администрацию Хангаласского района. И администрация Хангаласского района передала нам в ДНТ на безвозмездной основе пока только на 1 год. Вот мы, жители, в прошлом году, получается, в музее немножко прибрались. К сожалению, инвентаризации там никто не проводил. Имеются старые записи, но насколько они точны, неизвестно. Сколько утерялось экспонатов с 2006 года по 2021 год, никто не знает, потому что нет точных записей. Но те экспонаты, которые сохранились, у нас частью описали студенты, которые работали у нас в Покровского колледжа. И эта работа, к сожалению, не была закончена. В этом году мы планируем эту работу закончить и все-таки наладить работу нашего музея. Что касается кузни, кузня тоже находится в плачевном состоянии. Сколько осталось экспонатов, сказать очень сложно. Но мы планируем восстановить кузню и перенести ее в амбар. Кстати, там была украдена реликвия, это сам, получается, наковальня, которой было более 100 лет. Кто-то его вывез, и, к сожалению, вот я в прошлом году искал везде эту наковальню, но не нашел. Сказали, ее украли, что является очень большой потерей. Поэтому все экспонаты в кузне находятся, так можно сказать, в легкой доступности. Поэтому, к сожалению, сейчас сохранность ничего не обеспечивается. Но мы надеемся это исправить с помощью администрации района. И вообще мы хотели бы, чтобы этот музей был включен как все-таки объект культурного наследия. Он все-таки уже был как государственный музей или получил какое-то юридическое основание, чтобы можно было сохранять и приумножать наш музей. Вот, пока в таком состоянии. Теперь предоставим слово, наверное, нашему гостю из Якутска. Какие у него видения насчет судьбы Еланки. И что он собирается там, например. Меня зовут Соколов Владимир Иннокентьевич, я уроженец деревни Еланка. Но проблемы, которые сейчас в данный момент в Еланке существуют, вот Александр все это объяснил. Но мы, когда встречались с депутатами Хангаласского ЛУСа, это было в прошлом году, до Нового года, и обсудили, в общем-то, 3-4 вопроса основные. Это, значит, в первую очередь, это генплан. Он очень долгое время не утвержден, генплан. Ну, я считаю, что генплан, неутверждение генплана, это является большим минусом для Лоханана администрации, потому что при наличии генплана им бы в бюджет поступали деньги на ту же дорогу, которая в плачевном состоянии. Вот весной, вот сейчас начнутся ветра и снегом все там заметает, и с трассы очень сложно будет заехать в саму Еланку. Но у нас сейчас с потеплением уже туристы начинают ездить, и проблематично им заехать в Еланку. Но второй вопрос, там еще один возникает. Сама Еланка, вот надписи у нас добротной, нормальной нету. Мы тогда просили тоже, вот как-то администрация, чтобы участвовала, какие-то деньги выделили. И, тоже бы желательно вот этот вопрос решить, помочь деньгами, наверное.
Ну, возможно, мы эскиз сами закажем, если будут финансирование. Но и в летнее время есть у нас тоже проблема с туристами, когда деревня находится очень высоко на горе, и вот этот спуск, овраг, очень в опасном положении находится. Там небольшие машины, они не могут спуститься, спускаются, обратно подниматься, там они создают проблемы, буксуют и прочее. И вот тоже бы желательно как-то его там бульдозером выровнять, и чтобы безопасно для людей и для туристов было. Но пожелание, значит, администрации, чтобы они более обратили внимание на жителей Еланки. И хотелось бы, чтобы какое-то собрание они провели, потому что вопросы возникают, и мы в собственном соку, как говорится, вращаемся, спросить не с кого. Ну, пожелания там есть, и вопросы возникают житейские. Ну, в общем, такие проблемы у нас основные. Вопрос кидбит. Вопрос кидбит, куми салаячыта үйрәгә сирке сыгыннак тоди. Тон юраган юрист иделәпен. Тон любой сир мир барта земельный кодекс нөме раз федеральный закондар нөме берилелер. Тон сыгыннак. А так именно бу землеустроитель ден юраган хо юрист иделәп. Тон Сергей Афанасьевич юрист, землеустроитель да үйрәгән хокуклар оттан кини онны үләһиттән артак булды. Софуны билет, огеннан да келби. Да. Ага, вопрос кидбит, вопрос, если нет хозяина ямщикского подворья до сих пор на месте, экспонаты срочно передать в улусный музей. Ну, я думаю, это не обязательно, потому что все-таки контролируют жители Еланки, это некоммерческая организация Еланка. Надеемся, что будут дальше. Да, ну... Но все равно опасно. Да, к сожалению, законодательство у нас по музеям оно достаточно сложное, и при всем желании у нас Хангаласский музей не может взять под опеку, хотя мы неоднократно просили, и денежные средства на это не выделяются, поэтому пока мы отвечаем самостоятельно, храним вот все экспонаты нашего музея. Но и в следующем году мы планируем все-таки приумножать, провести небольшой ремонт в музее, описать все экспонаты, добавить какие-то. В частности, мы подавали на грант, чтобы сделать как раз вот костюмы заказать ямщицкие, провести небольшой косметический ремонт, заказать надлежащие полки для хранения этих. Был проект по восстановлению кузницы. Я даже нашел кузнецов с Хангаласского района, а также с города Якутска, которые сказали, что они окажут данную помощь. Но в этом направлении мы все-таки будем, надеюсь, плотно работать с администрацией района и администрацией муниципального образования Волоханат, и надеемся на их поддержку. Пожеланиялар, вопростар киреллер. Тохтен барын. Бу опцияны Еланка. Энники жылгатыгар бу музейи, онна часовняны, на культура нехилестветин памятниктан гурдугоңорокка морна ден хурияллар. Очоғаны бағар көміскелләқ болу ден. Онна тұтуыны ген гитарға сокуын оны қақчақты ден. Бұл Любовь Даниловна Киприянова бейеқа хурият. Кені болағына өртсылларға Ленинский столбы национальный палканы салайын кәлбеті. Өсті дедбір емеға бұл музейі еме бәтін туғар ұлары мұтын ұланқалар бербәтіқті. Соколов бербәтіқтен болта. Onun bu kini etitinen bu muzey yübülüğün onun çasovnunu ol tulatır bar erkeceleri için Allah katkıska tüheren hayan olup historiyetin sözgüten baranlar bu historiye pamitnikten gurduk dokumanın olup kadiyen etiyle açığını bar kümskellah bolu ediyen. Bu bakpuruğundan urutta yarıktanı hacıvık bolak taktar. Onun Оттан мандания жаналлар не бум Николай Афанасьевич Макаров мне это вопрос коллеги.
Вот. Сибирки веха испыта. Анатолий Дмитриевич Соколов тоже. Ага, он тоже отправил заранее свое это, ну, свое видение, да. Ну, это он инициатор строительства часовни, да. Эта часовня, ну, память ветеранам Первой мировой войны, да. 20 очень много участников было, да. 27 мужчин отправились на Первую мировую, из них 9 человек, ну, некоторые не вернулись. А в Отечественной войне 56 человек ушло, из них не вернулись 26 человек. И в дань памяти этим ветеранам, участникам боев, вот они построили часовню, да. И он просит, чтобы как-нибудь упорядочить вот это все и сделать культурным наследием нашего района, как бы. Потому что у нас уже 4-й век живут потомки ямщиков, и район как бы становится центром туризма, поэтому обязательно надо тут в комплексе сделать центр Виланки ямщикской культуры. Тут и по туризму добавить. Ну, по туризму и исторически, по истории можно добавить, вот как Анатолий Дмитриевич правильно он сказал, часовня у нас установлена в памяти наших предков, которые жили в Виланке. Как я говорил, история Виланки начинается от 1830 года, поэтому жители Виланки приняли как бы участие во всех исторических событиях нашей страны, Российской Федерации, то есть они были участниками Первой мировой войны, 20 человек ушло. Потом в гражданскую войну тоже затронула Виланку, когда пришла коллективизация, то есть около 10 человек умерло. И во Вторую мировую войну тоже ушло более 50 человек только с одной Виланки. Поэтому вот этот памятник, вот эта часовня, она установлена в их память. Поэтому все жители Виланки так переживают вот за эту часовню. Если касаться туризма, то вообще Хангаласский район у нас богатая история очень. Я сам занимаюсь туристом, мы возим туристов на Ленские столбы. Но у нас вот в Виланке, к сожалению, из-за отсутствия генерального плана и нормального проекта развития населенного пункта у нас возникает очень много получается, противоречий. В частности, сейчас уже, получается, начинают мешать друг другу те предприниматели, которые начинают заниматься туризмом. То есть хаотичное выделение земельных участков приводит к тому, что одни участки залазят на другие участки, перекрываются въездные дороги, опять же, не ремонтируются дороги, непонятно у нас с причалом, где не развивается инфраструктура. Проблем очень много, и вот мы все хотим, чтобы все-таки в генеральном плане были учтены зоны, где будет развиваться у нас туризм, где будут у нас жилые зоны, чтобы ни жителям Виланки туристы не мешали, ни туризму не мешали развиваться. А так, по идее, на территории Хангаласского вообще почти что весь Хангаласский улус пошел в туристическо-рекреационный кластер Лена. В этот туристическо-рекреационный кластер входит как раз вот наша Виланка. То есть возле Виланки находятся все достопримечательности фактически. Возле Виланки находится карьер, где можно найти трилобитов. Возле Виланки как раз находятся все скалы, на которых находятся наскальные письменности. От Виланки равная удаленность как до Ботумы речки, так получается и до Ленских столбов. До стоянки первого человека, это Дергин Юрях. То есть Виланка это фактически является жемчужиной, одной из жемчужин Хангаласского района. И я считаю вообще то, что вот эти сакральные места, их нужно определять не только в Виланке, но и вообще по Хангаласскому району. Начиная с Кулаты, Синском, Титаров, Виланкой, Тайон-Ары, Дегин Юрях, Ленские столбы. Вот эта работа, к сожалению, не проводится. То есть у нас очень богатая культура, как ямщицкая, так вот и народа Саха. А мы все знаем о том, что Хангаласский район это был основной район
Вот если будем смотреть, опять же, наш фильм «Тыгин Дархан», который рассказывает о том, что вот первый, можно сказать, кто пытался объединить все улусы нашей Якутии. То есть история у нас достаточно богатая. Тон часовняны историческое наследие признать ден сурибутта, он то биллер боллагади. Со временем он рухтары диханывын докумону. Антон бу бир кихиитар Миронов тогос огой девиттер спрашивает Ермолаев скребин. Ну, мы довольно неделю извещали по всем каналам, да, соцсети и так далее. Ну, дело хозяйское в Владе. Кто участвует, кто не участвует. Много людей мы не можем пригласить, потому что у нас не по дому идет. В Инстаграме идет. Ага. Вот. Еще что-нибудь. Это как так имеет? Мен эти Владимир Бопуров петтек марон эти Ким Голоков Руслан Киряс жуда нега быйыл то эти Стелла Яланки кенен. Оны то мен кайыбын этине холовра бу мандык эскискитин бәрат соголсу банда холовра бу ямшискет тура темалар ту каддак ту эскис оңоттырым келдерин бери. Унда семет оңоттырым барлык төһө сулмаган көрүнбөт онтон тасыр. Мен онда тоқтубын, өйүбін, этигитин ылдабын, колобратинде бу туристический деревине битигер эти улахан стеллабы туга үрдә комолтулах, onun etinde bahasta toqudun eski somoqtırımı kildiren berin, onun türlü barıga diyeyim. Tabii ama rokla eski. Ondan bunu eti uspusк sola bilgin başı eti bir gen plan öte pasportdahın öte egen barbatavıptın eti komoltulaq eti bildirin kurduk bilgin bu problemler ba Попросту эбде шөйдүк үле барбатагыттан оттон инник проблемалар тагыстылар ден эте канада. Онотто бу билген катчы көрүлдөн би самбес ноттон эти түһөр суу бутун тугун ген план битер киллеремет эти суу кылдар болотон паспортдагы отторогунга киллер дакпетине документун оттордоп ноттон бияга бюджет оттон катчы тырылдан хөптемин ототинде. Мақтал бары келен чөйдігіп беттәбік кетер, қойдабық кетер. Бұл яланка жылғата барыбытын долгутар болла. Бихи қолыбыл бұл редакция жаны онны тоқта тус интерес бит соқ. Предприниматель да бол батақ бит, тоқта бол батақ бит. Олар әрі бихиге бұл улус бұт интерестен етеніне кехили жағаныяң дейханыбын. Онна оттон туризмы терьер жоңго көмөлө Канада, опсайнан келер жон бередактак булуктарынада, онна бу Иланка часовнятын, Иланка уркутун барытын документнан оңорон бу эн олох жахайяканада, жахалта итинне олоханар оллах диханыбын. Тоғы дейтаққа билин бу олохтоқтортон да Иланка ветеранларыттан картискалары ин булан, онна то будjelери ин бартын төһөрен, Николай Афанасьевич Макаров этериңурдук дакастыр документтары муньян баран эти ямщицкое подворьены, онна часовняны исторический памятник курдук кастыныр курдук оңордук пытына бихи этинне береді олақтан ойдиханы бит. Оннаттан бихиги Иланка бит тыгырын хачай бирахынжиктар болалар. Мен бу сүйбе хылтықары бу бирахынжиктарга бартыр хыттым. Часовня олақтан утугар, освещение тыгар, эти тух музей агылытыгар ем бартыр хыджыбытым. Он энне рахынай гармонистар бирахынжиктара ген. Орсайнан жам жоно Баханайдар дехат землепашеством, который занимается. Они бары келеннер, көрөллер, элбақпа коллективтер келен хыржаллар. Сюда учуга естің біраханиктар болалар. Мен онна өрік өте жура жамларын өтті вилгел орбыт боламын әме хыржабын. Олихин тус бейім әме долгуевын
эрене кетехедит. Оттон сир бапрогын Сергей Афанасьевич бихая диханывын, бихи улус бүджахалтатами техакалларынан көмөлөһөр. Улус муньяга кетигул бу бапрогы көрөһөр. Сергей Гребневтаг Юрий Яковлев igen эми көмөлөһөн утары баран техакалларынан көмөлөһө хатылар. Онна оттон бу илан колоктоктор бәләре Аллах тус параксаһы жибакка бары бир саналанан bu elanka bütün cennet ki kıvıstıvat kına körür ister jonga kördürer şirongoron dihanı. Maktan bulmun baragetigar onnattan körerçiler bitiger bir kahve bitiger soru taççılarga eti bit bu bihi ton bugün uyahan hos baproska tümsehadattıbıt onu bullanan ton kim tussanalar var bir kahve bitirsur yok tutunsep onlar bir ağat tussanatın eti tutunsep ondan kimere bahar inne kömelher kırtak bulana kelen kömelher tutunsep ondan turistleri körçerge bir banyetler bu elan kakelenler ton üleleheklerin nada dihanın onun bargıtır maktal inni keste de körçük bit elan kabrahanlık bulu Ürü kamsık urayı, onun itiyor günler yünektere den üçügeyin otandan körtüğü bütün biteriyor. Спасибо всем за участие, за вопросы. Всего вам доброго. Угу.